Увековечение памяти погибших защитников Отечества – главная цель научно-практической конференции, посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ. Представители научного сообщества, общественные деятели собрались на одной площадке, чтобы обменяться мнениями о Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано Государственным музеем боевой славы имени Владислава Арзенба совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и Республиканской общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхаз-Поиск». Летом 1942 года вся Абхазия жила в суровой прифронтовой жизнью. Жители республики в едином боевом строю отстаивали каждую пять родной земли, преграждая гитлеровцам путь к нефтям Закавказья. Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по перевалам Клухорским, Марокским и Санчарским, самоотверженно, лицом к лицу встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе. И страшная цифра потерь, миллионы отданных жизней и изломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу в этом стратегически важном рубеже. Пожалуй, невозможно переоценить мужество и героизм защитников Родины, разгромивших фашистских захватчиков, оборонявших Кавказ 442 дня. Международная научно-практическая конференция – это возможность отдать дань подвигу советских солдат, труженикам тыла, которые героически защищали свои земли и не дали пройти врагу. К сожалению, в настоящее время многие пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне. Доктор исторических наук, заведующий отделом истории и обеги Аслан Авицба свой доклад посвятил исторической памяти народов Абхазии и Грузии о Великой Отечественной войне. В рамках названной диалоги в Грузии при президентстве Саакашвили настаивали на том, что в кавычках грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая. Этот процесс не мог обойтись и без знаковых событий. Политическая власть Грузии решила в декабре 2009 года снести мемориал славы в городе Кутаиси. Во всем этом, конечно, был геополитический подтекст. Кандидат исторических наук Саслан Салакая рассказал о том, как Великая Отечественная война отражена в абхазской исторической науке. Доктор социологических наук Максим Баськов свой доклад посвятил борьбе воинов-абхазов против украинского неонацизма. Международная научно-практическая конференция состояла из двух секций – военно-исторической и научно-практической. Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени Арзенба, руководитель Республиканской общественной организации «Абхаз-Поиск» Николай Медвенский рассказал о поиске останков советских солдат в Абхазии, которые были начаты в 2012 году при участии Минобороны, пограничного отряда СГБ, МЧС, историков и продолжаются по сей день. Около 100 человек нашли. Скажем так, не всегда останки целостные, в основном дефрагментированные. Почему? Потому что, во-первых, сыпуха. Когда скелет человека может растащить на, допустим, 10 метров. Но тем не менее, его надо поднимать, этого бойца, его надо затащить в протокол эксгумации, документировать. Опять-таки, мы работаем не только на территории Абхазии, мы выезжаем, то есть мы в Ставрополе работали, под Волгоградом работали, под Ржевом работали, да, в сентябре месяце прошлого года и так далее, и так далее. То есть стараемся приглашать ребят, поисковиков сюда и, в свою очередь, приезжать туда. В работе Международной научно-практической конференции «Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом» приняли участие в онлайн-режиме и российские ученые и историки. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.